Доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители. Как вы знаете, в Амурской области построен космодром «Восточный», с которого осуществляются запуски ракет-носителей «Союз-2». Одна из траекторий которых проходит над территорией нашей республики. И по этой траектории выводятся на солнечно-синхронную орбиту космические аппараты в целях дистанционного зондирования Земли. В ходе полета ракета-носителя от нее отделяются ступени и падают в так называемые районы падения. Так, на территории Республики Саха-Якутия имеется по этой трассе два района падения. Это район падения головного обтекателя ракетоносителя в Алданском районе и выделенный район падения центрального блока в Вилюйском улусе. Государственная корпорация «Роскосмос» проводит экологические исследования по договору с Институтом водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук. Министерство экологии, независимо от госкорпорации «Роскосмос», проводит свои экологические исследования в этих районах падения. Нами еще до запусков ракет в 2013-2014 годах была выполнена оценка фонового состояния окружающей среды в этих районах падения. В 2016 году, в октябре, после первого пуска, состоялась первая научно-практическая конференция в городе Барнаул, организованная госкорпорацией «Роскосмос» и Институтом водных и экологических проблем Российской академии наук. По итогам этой конференции было принято решение провести конференцию после 3 пусков ракеты-носителя, которые, соответственно, состоялись в 2017 году в ноябре и в феврале 2018 года. Отмечены проблемы, которые имеются в период выполнения работ, поисковых работ в районах падения, связанных с экстремально низкими температурами, снежным покровом, осадками в виде снега, а также коротким световым днем. Также были озвучены проблемы правового обеспечения методики расчета компенсационных выплат субъектам Российской Федерации за разовое использование районов падения. Это для нас актуально, так как сейчас проводятся работы по открытию новых районов падения, новой трассы для выведения на приполярную орбиту космических аппаратов по проекту OneWeb или по-русски «Единый интернет». Эти запуски являются коммерческими, поэтому обязательно должна быть к моменту подписания соглашений урегулированы вопросы расчета методики компенсации республикам.